Уместить столетнюю историю в 1 час – задача непосильная, но с ней справляются, говорит режиссер-постановщик Ирина Баранникова. На реализацию идеи ушло 2 месяца. Репетиция сегодня началась с самого утра, и даже погодные условия не препятствие. Здесь все расписано по минутам и блокам. Мероприятие представляет собой исторический экскурс. Начнут с тех, кто стоял у истоков образования республики. Конечно, нужно было вспомнить и тех, кто прославил свое имя, свой род. Я думаю, что тем, кто придет на праздник, будет приятно прочесть знакомые фамилии, увидеть еще раз знакомые лица. Ну и, само собой, разумеется, вы видите, сейчас проходит репетиция с молодежью, которая предстоит дальше нести все то, что им оставили предки, и передавать это потом своим детям, а передавать есть что. Работают в режиме нон-стоп, ведь до субботы остается всего 2 дня. Культурное мероприятие пройдет в виде театрализованного представления. Продуман специальный художественный ход, отмечает второй режиссер Эсмира Гончарова. История Ингушетии предстанет перед зрителем не в хронологическом порядке. Будут такие у людей вопросы, а почему вот это событие случилось раньше, это позже. Но опять же, вот это была задумка нашего сценариста. Сделать вот так. Я надеюсь, что это будет интересно, потому что мы вот уже 2 месяца работаем над этим, нам самим интересно. Мы столько узнали про Ингушетию, я вообще даже не подозревала. Вроде бы мы не так далеко живем, мы на Северном Кавказе живем, но вот настолько близко с историей столкнулись. Это очень интересно вообще, много нового для себя даже узнали. Вот. И постарались это вот через призму вот своего видения преподнести людям. Столицу 100-летний юбилей стороной тоже не обойдет. 3 дня подряд с 28 по 30 сентября в Магасе будет проходить фестиваль народных промыслов. Десятки лучших мастеров покажут свои работы и проведут мастер-классы. 2024 год – год особенный, юбилейный. 100 лет с момента создания ингушской государственности. Событие историческое, а потому и отмечает его весь год. По региону и не только проходили различные выставки, спектакли, приуроченные к знаменательной дате. Указом президента страны нашей было принято решение о праздновании столетия не только в нашей республике, но и на территории всей Российской Федерации. Дело в том, что до сегодняшнего дня мы получаем некоторые сообщения из разных регионов, где даже мы не присутствуем, от организаций, министерств, которые нам сообщают приятные новости о том, что они провели на своих площадках мероприятия, посвященные 100-летию нашей республики. Казалось бы, другие регионы, другая культура, другие проблемы, но тем не менее они вот так вот оказались очень солидарны с нами в этом деле. Это очень приятно. Мероприятия, приуроченные к 100-летнему юбилею, начнутся в 17:30 на стадионе имени Дьякова в Сунже. Вход по пригласительным. Амина Зязикова, Магаз 24.